Ильичевич, вы долгое время возглавляли наш институт, Национальный институт стратегических исследований, в самые, казалось бы, такие трудные годы. Поделитесь, пожалуйста, с нами впечатлениями об основных направлениях работы института в годы, когда вы возглавляли институт. Да, и чего добились? Да, Мгм. и какие результаты? Вообще Институт стратегических исследований, это сегодня так называется. Раньше там было несколько разных разнонаправленных научных учреждений. Одним из них это был институт, даже Центр экономических стратегий. Но этот центр откуда возник? В советское время были два научных учреждения при Госплане Кыргызской ССР. Это Институт экономики и математических методов исследования и вычислительный центр. Потом они так уж сложилось с судьбой, по мере того, как экономика республики, в том числе страны, развалилась, значит, было решение объединить эти два учреждения. И к реформе, к радикальной экономической и социальной реформе, значит, этот институт пришел с новым названием, как Центр экономических стратегий, вернее, Центр реформ, экономических и социальных реформ. И так уж получилось судьбой о том, что в 1998 году я пришел в этот центр директором этого научного учреждения. Что было трудно в этот период? Сами знаете о том, что экономика страны была плачевная, пережили кризис. И, в принципе, в 91-95 годы в целом страна потеряла экономику и ушла на 25 лет назад. И вот потихонечку, начиная с 96-97 года, начался такой процесс потихонечку такого восстановления того, что есть. И трудно было, очень период тяжелый, трудный, не хватало средств, ресурсов и кадров. Почему? Потому что, значит, в этот период, когда в поисках работы, в поисках лучшей жизни, многие кадры ушли не только из нашего учреждения, а и вообще из республики. И это надо было восстанавливать научные кадры, надо было, в принципе, новая реформа, это значит новая стратегия. Новая страна, это же не СССР, Кыргызская ССР, а это уже Кыргызская республика. Демократическая республика, ориентированная на экономическую реформу. То есть новая концепция, новая идеология, новый механизм, новая модель. Все это надо было решать, создавать, творить. То есть не надо было сохраняться на базе того советского режима, в котором мы работали. И вот в этот период на нашу долю выпала большая задача, очень трудная, это создать новую концепцию, идеологию экономического развития страны, ее модель. С одной стороны, это действительно была очень трудная задача, с другой стороны, это была почетная задача. То есть создать что-то новое, творить оригинальное, нестандартное, новое направление. И эта задача была поставлена перед нами. Что удалось в этом плане сделать? В этом плане, вот вы сами знаете, Лариса, о том, что мы с вами вместе работали. И новую концепцию, стратегию развития до 2015 года, до 2020 года, до 2025 года, это создали мы. То есть вот таких стратегий, концепций, идеологических таких установок экономических никто, кроме нас, не создавал. Другое дело, насколько вот то, что мы создавали, то, что мы решали, то, что мы предлагали, власть использовала. Вот в этом вся проблема. Почему? Потому что соответствие ума научных работников, постановок, направлений, предложений было не совсем удобоваримо для властей. Потому что во власть пришли, если честно говорить, не в полной мере, не всегда достаточно экономически, политически компетентные. Вот это вот непонимание новых задач, новых проблем и запоздалые решения многих проблем привело к тому, о том, что хорошие мечты, хорошие задумки оставались не в полной мере реализованными. Я это сегодня по происшествию нескольких уже лет чисто, откровенно, с полной ответственностью говорю. Когда ежегодно меняются министры по десятки раз, когда ежегодно меняются премьер-министры и так далее, когда ежегодно меняются парламентские эти страсти и так далее, то о каком, может быть, организованном, таком продуманном, целенаправленном подходе к многому
ко многим социальным, экономическим, политическим задачам. И в этом плане вот, наука была поставлена в такое трудное положение. Работы, но эта работа, знаете, не в полной мере получала воплощение в реальной жизни. Вот, вот в этом был какой-то процесс такого разочарования, что ли. О том, что то, что мы вообще нужны или не нужны, понимаете? Но тем не менее мы работали, тем не менее надо было создавать, оставлять свое мнение, свою позицию о том, что люди читали, публика общественно должна знать, что кто виноват, кто предлагал, кто давал те или иные рекомендации. А в чем тогда мы находили удовлетворение, успехи? В науком творчестве, в идеях, в тех мыслях, которые мы предлагали, давали, писали. За все годы советской власти в республике не было такого полномасштабного, крупного, такого комплексного исследования регионального развития всех областей, всех регионов. Впервые, именно в течение нескольких лет, уже после распада республики, после того, как мы стали республикой кыргызской суверенной, впервые за все годы существования Кыргызстана мы написали 7-томник. Это программу научной основы развития Кыргызстана и ее региональных областей. Это Чуйский, это Ошский, это Джалабатская, это Иссыкульская, это малые регионы, Баткенская, Нарынская и так далее. То есть это была в какой-то степени прорывная такая работа, которая дала бы пищу для размышлений, научная основа для прогноза развития. Как должен развиваться Нарын, как должен развиваться Иссыкуль, область, как должен развиваться Баткен и так далее. Это успех был достаточно такой заметный. Мы получили хорошее одобрение в нашей республике. Второй успех, в чем мы также сегодня не стыдно признаться, после того, как распался Советский Союз, ни в одной республике, бывшей советской, социалистической, новой суверенной, не был написан учебник по экономике той или иной суверенной республики. Впервые это начало показали мы. Мы написали учебник, прежде всего, в основном силами вот нашего научного центра экономики Кыргызской республики. И она пошла на использование. Ее распространили. Причем написали на 2 языках. Вначале на русском, потом на кыргызском. То есть нашла свою реализацию. То есть труд наш не оказался бесполезным. И еще вот об одном хочу сказать, что как мы реагируем на происходящие реальные текущие события. Ежегодно, если память не изменяет, мне, по-моему, по 5-6 мы давали экономические такие бюллетени, да, доклады, направленные на тот или иной вопрос, на решение того или иного вопроса. То есть это практически такие прикладные такие доклады, которые направлялись в Министерство экономики, Министерство финансов, правительство и так далее, и так далее. То есть в этом плане мы свое воздействие, несмотря на препятствия, несмотря на непослушание, несмотря на невнимание, мы всегда реагировали на происходящие в нашей стране события. И в этом, я думаю, что успех был неплохой. И более того, выросли кадры. Мы сохранили костяк нашего центра. И были хорошие кадры. И я до сих пор вспоминаю с теплым чувством тех, с кем мне пришлось работать. Это были люди, на которых можно было положиться, люди, которым можно было и беседовать, и веселиться, иногда и сбучку давать кому когда надо. Но в целом мы были такой спаянной, дружной командой. Вот я сейчас вспоминаю, прежде всего, наших девочек. Это хороший, значит, это у меня по макроэкономике за отделом работала Лариса Викентьевна. Вот. До сих пор мы с ней держим такой очень тесные такие дружеские контакты. Работала по информации, по изданию наших бюллетеней, докладов, монографий. Это Нина Михайловна Доровских. Вот. Сейчас она работает в этом же качестве в университете Манас. И везде она очень активно проявляет себя. Также Кузнецова Лида, она заведовала трудовыми ресурсами. Вот. Со мной очень долгие годы вместе работали. И раньше мы соприкасались в совместной работе, дружили. Со студенческой скамьи это Константин Борисович Гусев,
Это бывший зампредседателя Совета Министров, бывший заместитель председателя Верховного Совета, бывший заместитель председателя Госплана. То есть это умный, мудрый, очень такой взвешенный, фундаментальный ученый-экономист. Мы с ним уже, наверное, лет 50 дружим. И до сих пор сейчас мы многие вещи вместе размышляем, делимся. С одной стороны, чему-то радуемся, а с другой стороны, во многом находим иногда разочарование. Сравниваем то, что было, сравниваем то, что есть, и думаем, знаете о чем? Что будет завтра? Спасибо. Спасибо. Тарас Качевич, можно один еще вопрос, да, или уже все? Да? Вот, да, вы будете... Только вы коротко думаете, очень. да, вот думаете, конечно, о будущем. А как, в чем вы видите перспективы нашего института НИСИ? Каким он будет, каким он должен быть в будущем? Есть ли у него Вы будущее? понимаете, весь вопрос в том, что такой институт нужен или не нужен, вопрос. Если на этот вопрос отвечать, однозначно нужен. Другое дело, над чем он должен заниматься? Стратегическими программами, прогнозами, или же, значит, анализом текущих событий и, значит, быть на ходу текущих моментов и так далее. Это вопрос, который надо будет решать. И, в принципе, вообще, поскольку это институт стратегических исследований, то этот институт должен на 2-3 шага вперед смотреть. То есть найти объект своего исследования, найти в пространстве, найти время.